Ну, история, она, в принципе, очень простая. Когда была Первая Чеченская война, мы как раз обсудили с одним моим другом, он бывший фронтовый разведчик 16-й армии, которая была в Курзаме во время конца войны, Латыш, и после уже капитуляции, человеком бесстрашный, действительно, и после капитуляции он поддался национальной партизаны, попал в русский плен. Он сидел в лагере, вернулся из лагеря обратно, опять пошел партизаны, опять его поймали. Значит, и он рассказывал, что во время первого плена, когда он был в концлагере в России, значит, их погнали мыться в баню, интернациональные компании, то есть заключенные, которые там были, и среди них были чеченцы. К ним в баню зашел пьяный начальник лагеря с наганом и сказал, что всем встать на колено, иначе я вас расстрелю. Он говорит, мы все, несмотря на то, что бывшие солдаты, разведчики, стали на колено, никто не хотел, естественно, умирать такой нелепой смертью, кроме 8 чеченцев, которые остались стоять. 7 он расстрелял, на 8-го не хватало больше патронов. И со словами «тебе повезло», повернулся, вышел из бани. Он говорит, и после этого я понял, что этот народ никто никогда на колени не поставит. Кстати, он даже назвал, тогда я не записал, просто не додумался, он называл имя этого начальника лагеря и сказал, что он знает, что после разоблачения культа Сталина он одно время работал где-то в Средней Азии, начальником какого-то крупного предприятия, что-то такое, да. То есть этого человека никто, конечно, за этого не судил, за эти преступления. Но это считалось, как сказать, в порядке вещей. Но это вызывало у него огромное, уважение к чеченскому народу. Потому что он сам солдат, разведчик, он в ближнем бою убил более 40 противников, да, то есть человек, который знаком с смертью и не боялся этой смерти. Как он сказал, первого человека он убил, когда ему было 15 лет, в 1941 году, когда он вступил в ряды вооруженного сопротивления, и у них были бои с красноармейцами, которые отходили часть Красной Армии под немецким ударом, да, и они напали на них. Так что, вот такая маленькая история.